Компания «Алроса» запустила акцию «Всем миром» по сбору отработанных батареек и элементов питания. В компании изготовили специальные боксы, которые установили в торговых центрах столицы, а также в городах алмазной провинции Мирном, Айхале, Ленске и Удачном. По мере наполнения боксов компания утилизирует старые батарейки. Сюжет Ульяны Шагиной. Зеленые картонные боксы установили всего пару дней назад, и они уже пользуются небывалой популярностью. Вот и студенты Северо-Восточного федерального университета пришли в хозяйственный магазин не только за покупками. Заодно занимаются социально важным делом – избавляются от уже ненужных батареек. Очень удобно. Еще бы для бутылок еще бы поставили. Для пластиковых бутылок, да. Боксы – это только начало. Представители компании уверяют, что в год готовы ввести на утилизацию порядка 40 тысяч штук пальчиковых батареек. И самым главным участником этой акции, конечно же, становится добросовестное население. Совокупный вред, наносимый здоровью человека, окружающему миру, природе, колоссален. Поэтому акционерная компания «Алроса» старается привлечь внимание к новым формам экологического поведения, к формированию новой экологической культуры населения. Ртуть, кадмий, литий, марганец, свинец, цинк – это далеко не весь список тяжелых металлов, которыми начинена обычная пальчиковая батарейка. Отработанные источники питания при сжигании выделяют специфические газы, отравляющие людей. Батарейки, выброшенные как обычный бытовой мусор, они загрязняют природу. Например, одна батарейка формата АА загрязняет 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды, грунтовых вод. Пальчиковые батарейки – один из самых покупаемых видов товаров и в современном веке. Жизнь без них немыслима. Без них не работают детские игрушки, не идут часы, не включается телевизор. Фотограф Кристина Босикова старается использовать при работе аккумуляторные батарейки. Но не всегда все идет по плану. Все вспышки, синхронизаторы, гирлянды мы заряжаем именно с помощью пальчиковых батареек. За это время у меня их накопилось на штук 20-25, наверное, на целый пакетик маленький. И я все искала, куда бы их сдать. В Якутии нет специализированных компаний по утилизации такого вида отхода. «Алроса» нашла выход из ситуации. После заполнения боксов собранные батарейки будут переданы для утилизации в город Челябинск, где будут рассортированы по химическим типам, раздроблены и снова станут ресурсами. Планируем собрать более 40 тысяч использованных батареек. Собранные все батарейки, использованные и элементы питания, акционерная компания «Алроса» централизованно передает для дальнейшей ее переработки в группу компаний «Мегаполис Ресурс». 40 тысяч батареек – это примерно полтонны токсичных веществ, которым компания даст вторую жизнь, переработав какой-нибудь полезный элемент. «Алроса» призывает всех неравнодушных к экологии родной земли граждан принять активное участие в акции. Ведь мы не должны забывать, что природа – наш общий дом. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Марфелина Алексеева, Мирный, Якутск.